Ждем, ждем. Сегодня у нас потеплело. Ё-моё, как я вот хотел здесь вниз спуститься, здесь пройти. Удастся мне, нет? Посюда пройти хотел. Как-то сложно. Все это дается. Ну ладно, с риском. Оп! О! Погулять с вами. Там везде снег повыпадал. Вас снегом-то сейчас не удивишь. Даже на юге где-то, на Черном море снега там навалило. Куча целая. И вас снегом не удивишь. Вот чем еще удивить, я даже не знаю. Вот сегодня пятница. О, скорая едет. Да. Пятница сегодня, вечер. Пятничный стрим. Походить, побродить. Может, кому интересно, посмотрит. На город Якутск. Как он выглядит. Сегодня у нас... Какое число-то? 24-е, что ли? Угу. До Нового года вообще ничего не осталось, да? Неделя. Неделька. И все. Подходим к мостику. Вот такому. Там сверху машинки ездят. Ну а мы можем с вами прогуляться вот по этому каналу. Он сейчас, конечно, замерз и можно походить по нему. Он нас выведет в районе автовокзала. Ух ты, тут шум какой прикольный. Машины сверху ездят. Наверное, тут темнота, ничего не видно. Но я слышу, как гудят сверху машины. Проезжают. У нас потеплело. 40 минус 44. Короче, погодка такая вот. Сейчас у нас 5 час вечера. Ой, как они там гудят. 5 час вечера. И можно погулять чуть подольше, чем обычно, когда под минус 50. Такая оттепель, можно так сказать, в Якутске. Да, вот. Да. О, улица это у нас Пояркова, да, насколько я знаю. Привет, привет, Николай Баландин. Гуляем с вами, ходим. В Якутске оттепель, минус 44. Ну и, соответственно, почему бы в пятницу не погулять, да? Не погулять по городу. Ух ты, тут даже вообще, смотрите, я по целине иду. Ну, сейчас опять, я говорю, снегом никого не удивишь. Там везде снега нападало, конечно. Да, фига, короче. Это природой творится такое аномальное. Ну вот, в частности, там, где на Черном морском побережье, говорят, 5 лет снег не выпадал в таком количестве. Ну, не было 5 лет снега. У них там, короче, тоже вот типа как у нас. Но у нас-то он лежит, начиная с ноября месяца. Ой. Так, начиная с ноября месяца по аж по апрель, наверное, да? Так, где мне тут лучше пойти? Вон там он вдалеке Челбон. Это плавательный бассейн. Так, а мне с какой-то по этому мостику пройти. Ну, тепло-то тепло, но все равно телефон
Застывает при минус 44. Довольно удачно, поэтому довольно успешно, поэтому надо заходить будет куда-то. Мне греть этот телефон. Сейчас я думаю, вот эту вот дорогу пройдем. Вот эту дорогу пройдем и там зайдем куда-нибудь на автовокзал или еще куда-то. Так, а что тут уже можно ходить по этой? А? Ой, ё-моё. Скользко. Да. Пошли по каналу. Не знаю, как этот канал называется. Названия даже и нет у него. Вот он идет вот так вот. В принципе, когда-то, возможно, это была протока или еще что-то в Якутске, но, соответственно, город стали осваивать и... слушайте, он в той стороне аэропорт. Да, ладно, типа для Якутска это катаклизм. Блин, не успел прочитать, потухла эту надпись. Это быстро пропадает. Ваши комментарии мне придется. Аэропорт гудит, слышите, нет? Вот тут четко слышно его. Там, видать, разогревают двигатели самолетов. И слышно такой гул. Вот он распространяется вот по таким ложбинам. Они как звуководы, короче. Хотя аэропорт-то не близко, там километра 4-5 до него. А слышно вот этот звук замечательно. Или может то, что вот это здание, оно как экран. Вот этот. Вот сейчас четко слышно оттуда. Звук такой двигателя. Турбовинтовой. Знаете, когда он начинает прогреваться вот так вот. Да ладно, типа для Якутска это катаклизм. А то у нас при минус 52 работал так, что минус до 50 это. Ну говори. Ага. Так, опять пропало. Не успеваю я прочитать. Ладно. Ну да, конечно, где-то там минус 60. Но это вот Тамтора, Микон, Верхоянск. Вот эти вот у нас поселки. Там самые минуса были. Они там спорят между собой. Где ниже самая температура была в Верхоянске, там минус 64. По-моему, там Тор минус 74 градуса. Зафиксированная. В северном полушарии температура самая низкая была, минус 74 градуса в том году. В честь этого события даже там находится такой постамент. Постамент даже такой находится. И там на нем написано: до минус 50 это тепленько. К Можайского подойдите. Можайского? А где она? Минус 46 это очень тепло. Да, сегодня минус 44 говорят. Я вот и решил погулять. Что не погулять-то, раз теплынь у нас. Минус 44. Нормально. Я вот хожу. Лицо особо не мерзнет. Ну тут еще, конечно, от ветра зависит. Я вот в такую ложбинку залез. Так, что за труба? Труба. Она идет вот в этот. Ой, как он называется? Плавательный бассейн Челбон она идет. Вот эта труба. Как мне ее обойти? С какой стороны? Посюда лезть, что ли? Блин. Кто-то уже до меня ходил. Ну неудобно ходить. Вообще же. Как бы мне тут не улететь вместе с телефоном. Ой. Да. Дальше. О! Нормально. Преодолел препятствие. Лишь бы мне только не набрать снега в обувь.
Что тут преградено? Трубы какие-то подходят. Ой. Так, вслепую иду. Где-то с фонариком надо ходить. А тут мне как туда наверх залазить или посюда пройти. О, бутылка водки. Кто-то распил. Представляете, вот лежит здесь. Ну да, что делать на таком морозе? Как еще согреться? Тут собачьи следы я вижу. Собаки же это. Точно собаки. Собачьи следы видно. Тут у них тропа. Ой. Как еще согреться на морозе? Хотя это чревато. Так, ё-моё. Что-то куда-то я забрел. Надо выходить отсюда. Надо подниматься. Надеюсь, все тут промерзло. Не провалюсь я под лед. Насквозь, надеюсь. Так, как здесь мне? Вот сюда вот. Наверное, да? Какие-то следы собачьи есть. Оба. Тимочка, я тебе сброшу ссылочку, потом потом зайдем, я прочитаю все комментарии. Сейчас пока не могу, у меня рукавицы, соответственно, не могу. Так, это улица Горького, Койко-Го. Вот это вот. Ну, по ней погулять. Давайте по ней погуляем. Я, по-моему, по ней не ходил еще особо. Ну и вот здесь мостик, и вот там вот автовокзал, вот это вот огни автовокзала. Когда-то здесь можно было пройти. Вот тут была остановка. Вот здесь вот 16-й или какой здесь останавливался. Вот можно было пройти так вот по этому мостику туда прямо к автобусам. А сейчас с целью безопасности все перегородили. И чтобы попасть на автовокзал, надо вот обойти полностью его круг сделать, короче. Такой вот. Ох, хотя тут люди, смотрите, даже ходят. Не я один хожу, брожу. Вот они куда, интересно, идут в такой мороз-то. Ну, хотя я говорю, мороза особого нет. Вот теперь. Так, ну что, давайте. А то я чувствую, телефон у меня удубеет. Так, а где здесь переход, кстати, через эту улицу Горького? И тут у нас теплотрасса. Вот смотрите, какие. Это СТЭЦ, Якутская теплоцентрализованная сеть. Сброшу ссылочку потом с Краснодарского края, чтобы Маникс, у нас жарко, минус 34 всего. Нифига себе, минус 34 в Краснодарском крае. А что так холодно? Или в Красноярском? Это Краснодарский? Ну, для вас это вообще дубильник, я не знаю. У вас же там влажность повышенная, как бы. И поэтому не знаю, конечно, как это все вы переносите такой холод. Так, забираемся потихоньку. И тут я прямо напротив остановки выхожу. Прямо напротив остановки. Так, это что у нас здесь? Кофе-центр, вагетная мастерская. Так, а где переход-то? Переход где? Остановка я вижу. А переход должен быть где-то рядом. Я его не вижу. Так. Сейчас будем думать, где нам перейти улицу. Не хотелось бы перебегать ее, где попало. Ну, еще одна. Это аварийная. А, это скорая тут. Скорая тут. Много скорых под вечер начинает ездить. А, она даже с этой. А, это сверху у нее. Так. Блин, опасно здесь ходить, да? Тут какой-то знак. Так. А, вот переход. Все. Я его вижу. В тумане ничего не разглядишь. Вот он. Переходит. Сейчас мы перейдем на ту сторону. Я с Краснодарского края. Я тебе морька сброшу. А, давайте сюда. Вот он переход.
Тут, по идее, меня должны пропустить. Но здесь успешно переправились на ту сторону улицы Горького. Вот вам саму эту улицу Горького покажу. Вот так это она идет. Вот здесь такая улица Горького. Горький, кто не знает, это такой писатель был. Русско-советский, насколько я знаю. Ему многочисленные памятники стоят по всей стране. Улицы названы, ну как Пушкину, так же. Пушкин тоже вот, практически в любом городе улица есть. Пушкин. Кстати, там вот улица Горького, а дальше будет улица Тургенева. Тургенев это был тоже писатель. Тут много у нас улиц, которые названы именами классиков, писателей. Так, Багет, мастерская, Копи-центр. О, елка! Смотрите, люди, что я увидел. Вам вот, новогоднее настроение маленько. Вот так вот. Тут какие-то бумажки у них висят. А, это, видать, вот эта вот фирма, да? Вот эта вот фирма, они елку здесь поставили, чтобы как бы было новогоднее. Лампочки повесили, да? Сильно? Вот так вот. Так, а где-то тут продуктовый магазин был. Магазин продуктов, вот здесь раньше он был, в этом здании. Куда он делся? Мне надо зайти. Привет, коренной крымчанин. У нас сейчас идет... Ничего себе! Привет, коренной крымчанин. Снег у вас идет. Обалдеть! Это что ж творится, а? На земле-то. Ну а у нас вот потеплело немного. Минус 44 сегодня. Поэтому я решил походить вечерком. Вот так вот. У нас здесь, вы видите, какая ситуация. Пробки. На дорогах пробки. Потому что люди перед Новым годом вот ездят, закупаются. Мы же с тобой соседи, Иркутская область и Якутия, Баландина. Ага, да, рядом. Да, у вас тоже там прохладно в Иркутской области. Закупаются люди, поэтому вон такие пробки, да еще пятница. Вдобавок. Так. Ну вот эта неделя, она вся будет, вот, до Нового года, она будет такая тяжелая по ситуации на дорогах, потому что все ездят, начинают закупаться. Вот у нас здесь это вот ремонт обуви, вот такие вот киоски есть, и здесь можно обувь ремонтировать. Ну а здесь вот выходим, о боже мой, зацепился магазин Ремикс. С уважением к традициям. Здесь алкоголь продают, правильные напитки. Вот здесь вот. У нас их продают не целый день, а продают только вот в определенное время. С 14 до 8 часов. Вот понедельник без перерывных выходных. А вот надпись та же самая по-якутски, чтобы все понимали, что вот надо успевать. Успевать надо до 8 часов, иначе все. Потом уже фиг что возьмешь. Смотрите, а вот этот магазин на горке. Сейчас мы сюда зайдем. Ангарец 57 работал в Талакане минус 62. Знаем, где этот Талакан. Талакан, ну, ой, подождите, Талакан. Красноярский край, что ли? Вот, могу ошибаться, ну да, тоже холод там. Жуткий. Вот тут раньше, кто знает, вот этот Никольский храм, вот его не видно, там забор за ним он, как бы, тут был погост раньше, тут горка, самое такое, одно из самых высоких мест в городе Якутске, и на нем раньше в царские времена строили храм, вот, получается кладбищенский храм, вот этот, Никольская церковь, и погост, то есть здесь кладбище раньше было на этом месте. Вот здесь вот. А здесь был, вот сейчас магазин здесь такой большой, да, на горке называется он, да. А раньше был одноэтажный магазин здесь, вот такой
кто знает, ага, в советское время его снесли и построили трехэтажный. Ладно, надо заходить, потому что это... Ох, тут тамбур хороший, смотрите. Можно вот так встать. Здесь вот немножко отойти. Ну, хороший магазинчик промтоварный был. Раньше не так много. Ой, не убили меня. Раньше не так много магазинов было. Вот надо, да? Угол. Отменили. Хорошо. Перед праздниками надо отменить, конечно, это все ерунду. Сейчас вот построили здесь такой вот на горке магазин. Елочка с Новым годом. Это детские товары, что ли? Очень детские. У них елочка. Интересного у меня тут, конечно, нет. Так, а что выше еще? Я тут, наверное, не заходил сюда. Когда сейчас надо телефон погреть, а то он у меня уже инеем покрылся. Вот, здесь книжный магазин, оказывается. Сейчас это довольно редкость. Книжные магазины. Сейчас в основном алкомаркеты вместо книжных магазинов. Или алкотеки. Во, книга какая-то. Книжный магазин. Методички. А где он? Закрыто, что ли? А, нет, вот он. Вот книга. А вот закрыто. Смотрите, замок закрыт. Но замок. Так, и что тут хорошего есть? Ну, это будет, конечно, скромненький этот торговый центр. Ничего тут интересного нет, хорошего такого. Аппаратные методики. Так, и все. А, все. Больше тут фига нету. Если бы не холод, вот здесь ателье какое-то, что ли, пошив одежду, точно ателье. Анилина шьют, отшивают. Короче, книга закрыта. Вот такой замок она закрыта. Здесь тоже какой-то тоже закрыто. Ну, много они пустуют сейчас, вот эти торговые центры. Много пустующих у нас, потому что их построили, а чтобы надо покупать за это все, людям ходить где-то, это надо чрезмерное количество. Смотрите, здесь можно сверху посмотреть, о, как прикольно, да? Постоять, погреться и посмотреть в окошко. Там улица это Октябрьская. Так, ладненько. Давайте выходим, все куда-нибудь там по пути зайдем. Пока чуть телефон согрелся. А, я же хотел. О, смотрите, можно присесть. Давайте я ваши комментарии почитаю. Так, во, давайте почитаю. Поговорю. Отвечу. О, сколько комментариев. Так, Николай Баландин, привет, Тимурка. Привет, Николай Баландин. Да ладно, типа для Якутска это катаклизма. Я-то у вас и при минус 62 работал, так что минус 50 и это оттепель. Ну да, но я не сказал, что оттепель. Все равно холодно, все так стоит. Так, ну говорю, нас хрен напугаешь морозом. Да, но если кто здесь живет, он мороз-то пугаться мороза не надо. Минус 46 очень холодно. Лука Никович, да, прохладно. Ну вот сами видите, да, минус сейчас 45, там на улице 44. Я смотрел поэтому. До минус 50 это тепленько. Кому как. Так, Виктория Краснова, к Можайского пойдете? Ой, Можайского это в аэропорту.
А это мы сейчас ходим в районе автовокзала. Это туда ехать надо отдельно. Так, Виктория Краснова. К рынку Белое озеро. А, да, есть такой рынок, да, надо туда отдельно будет ехать как-то на выходные или еще что. Виктория Краснова. Где площадь самолета у порта? С самолетами. Да, 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 там она. Ага. Это аэропорт, где отсюда где-то километра 4, наверное, будет. Поэтому пешочком я туда не буду топать по морозу. Так, Николай Баландин. Тимочка, я тебе сброшу ссылочку потом с Краснодарского края, чтобы маленько согреться. У нас жарко, минус 34. Холод, вы что, жуткий. Не, Тима, я из Братска. Николай Баландин. Ага, Братск, это Иркутская область. Река Ангара. Ну, я был на Байкале, поэтому примерно Ангару представляю, что такое река Ангара. Так, а с Краснодарского края я тебе, Марика, сброшу. Давайте сбросывайте. Так, Ангарец 57. Николай Баландин, ты работал при 45-50, тепленько. Нифига не тепленько. Коренной крымчанин, привет. Снег идет у них в Крыму сейчас, в Алушке. Обалдеть, тоже какой-то что-то с климатом происходит. 5 лет там, говорят, снега не было в таком количестве. Мы же с тобой соседи, Иркутская область и Якутия, они же рядышком, хотя на расстояние, мама, не горюй. Да, рядом тоже Сибирь считается, да, прохладно у нас. Англис 57 работал в Талакане, минус 62. Знаете, где этот Талакан? Ой, Талакан, Красноярский край, по-моему, что ли, где-то там. Да. Красноярский край, вчера 41, сегодня 28. Ага. Лука Маринкович, вам сейчас тепло, в Якутии минус 43. Какая средняя температура в марте? Я из Сербии. Привет, России. Из города Вреничка, Баня, 10 градусов. Привет, Сербия, да, привет. Привет из Якутии, Сербии. Всем большой привет. Передаем горячий. Целуем, обнимаем. На чем работал Ангарец? С охранником при минус 50 железо, как стекло ломается. Конечно, да, сейчас вот слышите, да, мы идем по улице, и она все скрипит. Это же все вот материал, он как бы имеет свои тоже предельные характеристики критические, и, соответственно, опасно. Металл может просто треснуть, и все при низкой температуре. Свойства меняются, вы сами понимаете, этих всех материалов, из которых сделано. Так, Тима Талакан, это республика Саха-Якутия, там недалеко есть поселок Витим. А, ну да, Витим. Немножко не ожидал знания своих. Тут у нас республика такая гигантская, что много можно всего не знать. По территории она как Индия, или 7 или 8 Франции занимает по численности. Если перелететь на самолете, часа 4 надо. Представляете, да? Вот так вот. Ладненько. Все, согрелись. Новая Москва. Ничего не слышно, непонятно, что говоришь. Ну я тут бормотал, сидел просто. Ладно, давай пойдем дальше. Надеюсь, тут просто эхо, да? Сейчас выйдем, там лучше будет разборчивее. Сейчас будем на улицу выходить. Тут обогреватель такой вот висит, баул, который теплый воздух, тамбур, и мы выходим наружу. Вышли, вот перекресток улицы Горького и улица Октябрьская, вот, пожалуйста.
такая остановочка. Сейчас, вот отсюда мы вышли. Магазин называется «На горке». На горке. Почему горка? Потому что горка здесь. У нас в городе такое возвышенное место. Так, пойдемте. Возвышение, холм как бы, да? И, соответственно, на горке. Соответственно, на горке раньше строили кладбище, погост. Погост. И вот эта вот территория, это здесь все могилы были. Могилы. Даже где-то тут недавно могилу какую-то раскопали. Прямо на тротуаре. То есть многие здания здесь просто стоят на могилах. Так, вот такая здесь красота. Так. И вот здесь церковь будет, Никольский храм. Это вот эта кладбищенская церковь. Кладбище перенесли у нас в район Вилюйского улицы, как она называется, Вилюйский, да, переулок. Туда. Вот он так вот выглядит. Храм, Никольская церковь. Вот здесь довольно симпатично. Я тут, кстати, не ходил. Вот они. Елочки здесь вот так вот все сделаны, высажены. Вон он даже светится. Интересно, а здесь вот делают, как возле Преображенской церкви, такое, значит, изо льда ясли. Что-то я не вижу, где чего здесь есть. Я вообще-то в ней даже, вот, извиняюсь, хоть житель Якутска, но ни разу в ней не был. А здесь, смотрите, какое-то... Это что такое здесь? Какой-то... Что это такое? Засыпнушка какая-то. Интересно. Там такое... Ух ты. А это что такое, извините? Это? Да. Это как бы вот сделали из снега, типа горы, где вот Иисус хлеб, где Иисус. Ясли, да? Да. Ясли. И там внутри будет, да? Да. А потом сделают вход туда, наверное, да? Да. Открытым, да? Пока вот так просто, да? Понятненько. Ага. Интересно. Посмотреть. Зашел в территорию. Вот такой вот. Здесь это ясли, короче, пока сделали. Интересно, вот так вот. Из снега насыпали такую конструкцию. И вот там храм. Никольский храм. Сейчас вот так вот он туман выглядит. Интересно. А храм открыт, да, тоже? Вертепом называется. А, вертеп, да, вертеп. Ну да, вот я был, где Преображенская церковь, там изо льда его сделали. Да. Там вот эти статуи, да, как бы все. Там подсветку еще не включили. А у вас, значит, вот так было, да? Понятно, спасибо. Вот Никольский храм. Так вот он выглядит. Тут даже какая-то табличка есть. Сейчас почитаем, что на ней написано. О, а я даже не увижу. Без очков не вижу. И вы, наверное, тоже не разглядите. Кого-то. Да, вертеп строят. И вот смотрите, тут такой вот лесок есть. Смотрите, как будто бы мы зашли куда-то в лес зимний. Экран. О, вот там икона Божией Матери. Видите, да?
Это храм еще времен, соответственно, царских времен постройка. И его, насколько я знаю, он был все время стоял. Его ничего не перестраивали, как вот Преображенскую церковь у нас. А он вот сохранился в своем историческом виде, первоначальном. То есть ему уже, не знаю, сколько лет, очень больше 100 лет, наверное. Интересно, здесь что это такое? Какие-то находятся. Что это такое? Ой, это у меня нос начало немного подмораживать. Такие окна с решетками. Да, вот и вот так вот у них тут расчищено вокруг церкви. Такая территория. Первый раз я здесь хожу, честно признаюсь. Вон там, у них, слушайте, у них елка там, что ли? Елка, да, точно. Вон прямо смотрю, елка есть. Или что там висит? Нет, по-моему, не елка ничего. Что-то там у них есть. Котельная, смотрите, вот здесь вот. Свет там горит. Какая колокольня у них. Вот тут вот большая такая колокольня. И бьют колокола, соответственно, по каким-то событиям церковным. Ну вот он вертеп. Вот он. Они его сейчас снег сыпали. И потом, короче, сделают, ну, когда Рождество же православное будет 7 января, вот к тому времени и сделают открытую его могила. Так вот все выглядит здесь. Махина какая. Не, раньше все-таки как-то мощно строили. Вот так рядом, когда стоишь, чувствуешь себя какой-то маленькой такой букашкой. Оно такое все мощное, потому что стены мощные, все вот это вот строили. А сейчас строят анекдот какой-то. Анекдот это тоненькие такие вот, в один слой там шлакоблок, ну на крайняк два слоя, да, шлакоблоки, и потом облицовывают вот этим утеплителем. Потом этот утеплитель через какое-то время он начинает свойства свои терять, и, соответственно, приходится плитку красивую такую обдирать, которая обделывают здание. Вот тут у них это называется с праздником Пасхи. Ну, у них это типа острога сделана, вот такая вот будочка. Магазинчик. Это церковный магазин здесь. Это не расписание, ничего не работает, наверное. Ну, сюда немного народу ходит, в эту церковь. В основном Преображенский храм как бы пользуется популярностью среди населения. Ну, так, куда мы идем-то с вами? Это мы улица Тургенева, да? По Тургенева тоже писатель вот такой. Мы сейчас по нему идем. И здесь вот рядом построено... Ой, как тут под наклоном. Я же свалюсь. Ё-моё. Вам не видно, а я вижу такой наклон конкретный. Можно улететь. Когда скользко, вот такие наклоны, они опасны. Особенно, когда их присыпает снежком. Там может быть лед, и ты наступаешь и просто туда, улетаешь. И никакая твоя акробатика не помогает. Просто под силой инерции, силой гравитации улетаешь. И все. Так.
А здесь новая школа построена. Вот здесь вот прикольная такая. Интересно зайти на территорию школы. Сегодня, кстати, проходят, ну вот эти дни проходят утренники в школах новогодние. Давайте зайдем немного. Вот это новая школа отстроена. Здесь были дома такие, одноэтажки, частный сектор, типа такой барачного типа. То есть, понимаете, такая деревяшка и там много комнат таких. И, соответственно, все эти самые услуги, туалет, все это на улице. Ух ты, они, смотрите, что тут вывалили-то, снеговика. Ну, снега много, да, снега много. Снеговик, вот какой. Вот такой вот снеговик. У него даже рукавицы есть. Видали, да? Сумочка такая, типа сердечко. О. А это кто? Тигр. Тигр. 2022 год. О, какой символ. И елка вот такая вот из снега. Вот такая. Блин, у меня заряд 10%. Слушайте, надо срочно куда-то идти. Замерзает телефон. 6 смотрит. Давайте я его возьму. Нам надо срочно зайти куда-то. А то сейчас кирдык вырубится. Так, надо бежать. Я уже забыл. Хожу долго по улице. Это нельзя делать, потому что просто телефон промерзает. И все. Он просто вырубится. И даже спрашивать не будет. Бежим, там магазины есть, надо нам забежать срочно. Вот это, короче, школа такая красивая, там будочка какая-то даже вверху есть. Заборчик такой симпатичный сделали. Да, у меня еще и заряд, по-моему, не полный у телефона, поэтому сегодня долго не получится стрим делать. Так, обычно я часа по полтора-два хожу. Короче будет. Зайти. Ну все-таки щеки подмораживает у меня. Щеки. Потому что ветерок прямо в лицо. И это есть неприятно. Когда ветерок, это опасно. Ух ты, кто-то машину тут забыл. Да. Так, это московский жилой квартал. Он так и называется. Он у них там заезд. Смотрите, гараж есть на улице прямо. Я бы тут поснимал, но надо срочно. Гараж, вот смотрите, видите, да? Эстакада туда внутрь заезжает, и там уже парковочные места или гаражи у них отдельные. Здесь остановка. Так, ладно, если стрим вдруг неожиданно прекратится, знаете, что у меня замерз телефон. И все. Люди стоят, ждут автобуса. У нас в случае была одна девушка, короче, в капроновых колготках